Война обращений. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как кризис в ГБАО отражается в социальных сетях и то, как на это реагируют таджики. Подписывайтесь на наши обновления, и точно будете в курсе всего самого интересного. Противостояние населения и властей в ГБАО переходит в информационную войну в социальных сетях. Население нескольких микрорайонов в Хароге продолжает собирать подписи над обращением к властям Таджикистана об отказе от проведения возможной спецоперации в городе. В распоряжении оказались тексты этих обращений с многочисленными подписями жителей микрорайонов Тирчит, Бархарок и Дашти-Бало. В телефонном разговоре несколько жителей микрорайонов, имена которых указаны среди подписантов, подтвердили эту информацию. Однако сбор подписей только часть широкой информационной кампании, которая уже третий месяц наблюдается в таджикском сегменте социальных сетей. Десятки человек группами или по отдельности записывают видеообращения к властям Таджикистана с призывом не допустить кровопролития в ГБАО и оставить регион в покое. Наблюдаются аналогичные обращения и к президенту России Владимиру Путину. Шанбек Каландаров, выходец из ГБАО, проживающий в России, автор один из таких роликов, говорит, что не получил еще какой-либо реакции властей на свое обращение. Вместе с тем официальные власти через региональное телевидение Бадахшан оценивают ситуацию в регионе как стабильную. Муслима Шайбова, пенсионерка из Харога, в опубликованном 20 февраля в социальных сетях видеоролике говорит, что в советский период жители ГБАО занимали лидирующее место в сфере образования. Сейчас же местное телевидение очерняет всех жителей Харога и его окрестностях, называя их преступниками. «Мы больше не будем терпеть такого отношения к себе», говорит жительница города. О каких человеческих ценностях можно говорить в стране, где вместо поимки убийц предпочитают наказать тех, кто вырубил деревья, спрашивает группа выходцев из ГБАО, проживающих в Германии. В другом обращении жителей ГБАО, опубликованном в начале февраля, выражается обеспокоенность возможным проведением спецоперации в Хароге. Участники ролика отмечают, что решение спецоперации не приведет к продуктивному исходу. Герои видеороликов не указывают свои имена, но открыто показывают свои лица и называют места своего рождения. Власти напрямую не отвечают на такие обращения граждан, но вместе с тем не подтверждают и не опровергают вероятность проведения спецоперации по задержанию Мамадбакирова. Однако противоположные видеообращения публикуются в социальных сетях на страницах, где ранее публиковались материалы против таджикских оппозиционеров и независимых журналистов. На видео жители разных районов Таджикистана призывают население Харога к соблюдению закона, а также призывают власти к борьбе с преступностью в регионе. Один из членов правительства Таджикистана на условиях анонимности отметил, что все такого рода обращения отслеживаются соответствующими структурами, но не сказал, последует ли на них ответ или нет. А как вы относитесь к такой информационной войне в Таджикистане? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Помимо обращений в информационном пространстве, часто появляются разного рода слухи и дезинформация, которые усиливают активность пользователей. Кроме того, наблюдается и увеличение аудитории оппозиционных правительству Таджикистана каналов, которые активно освещают события в ГБАО. Таджикская оппозиция очень умело раскручивает проблемы региона, и очень заметно, как люди, не скрывая своих профилей, делятся их публикациями, заходят к ним в эфиры. Еще полгода назад, наверное, никто из них даже не мог предположить о такой резкой активизации аудитории, говорит таджикский политолог на условиях анонимности. По его словам, естественный процесс и таджикская оппозиция в изгнании, как и любая другая оппозиция, будет и дальше пользоваться погрешностями властей. Выход в таких ситуациях только один – не совершать ошибок и не отталкивать от себя массы, говорит собеседник. Между тем, обращение к президенту Эмомали Рахмону в связи с решением кризиса в ГБАО стало причиной споров между оппозиционерами и журналистами за пределами Таджикистана. В то время как Зафари Суфи, таджикский журналист, проживающий во Франции, считает, что единственным решением кризиса в ГБАО является прямое вмешательство президента и полный отказ от любого военного метода решения вопроса. Дададжон Автовула, глава Ватандора, вопрошает, может ли какой-либо генерал переместить своих солдат на территорию региона без приказа главнокомандующего. Директор аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко, который отслеживает события в ГБАО, указывает, что ситуация в регионе зашла в тупик. Центральное руководство Таджикистана явно утратило политическую инициативу в этом регионе, но и местные политические группы еще не готовы ее перехватить. Объективно, сохранение такой политической подвешенности ситуации опасно для официального Душанбе, так как обнаруживает его слабость. Это провоцирует команду Эмомали Рахмона на соблазн использования открытой силы. Однако соблазн этот обманчив. Он может не только не вывести из политического тупика, но напротив, спровоцировать возникновение
возникновения памирского движения сопротивления с непредсказуемыми последствиями. Сегодня выиграет тот, кто не допустит силового сценария, кто предложит формулу компромисса, способную обеспечить стабилизацию ситуации. Наверное, первый шаг должен сделать глава государства, поскольку это будет не проявлением слабости, а проявлением мудрости, отмечает Сиренко. По его словам, президент Таджикистана должен действовать быстро, чтобы не упустить контроль над ситуацией. А вы согласны с такими мнениями? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!